Карачаганакский перерабатывающий комплекс КПК – это нефтегазовое перерабатывающее предприятие мирового класса, расположенное в обогащенном ресурсами месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области. Как наиболее передовое предприятие в своем роде, КПК отличается своей усовершенствованной технологической мощностью и сложностью своих операций. Способность эффективно перерабатывать огромный объем нефти и газа с соблюдением высоких стандартов техники безопасности и охраны окружающей среды делают данный объект столь уникальным. The main functions of KPC are to process the entire oil production of the KPO, including what arrives from Unit 2 and Unit 3 from our wells. More than 33 kilotons per day during the winter season. After the treatment, we are able to export it through a pipeline of about 635 kilometers to Atirau. In addition, KPC handles the export of compressed gas to Oreburg and to reinjection process at Unit 2 and 5IC. The reinjection is essential for the efficiency of the field and the long-term sustainability of our production operations. Успешная эксплуатация КПК стала возможной благодаря высококвалифицированной и приверженной своей работе команде профессионалов. Каждый член команды играет решающую роль в обеспечении безопасного и бесперебойного производства. Добрый день, меня зовут Хасанов Мирас, я являюсь оператором газовой установки завода КПК. Я работаю здесь с 2018 года, то есть получается 6 лет. У нас рабочий день начинается с 7 утра до 7 вечера, но мы приезжаем чуть раньше, половину 7, скажем. Дальше идет процесс принятия или передачи смены, то есть объем выполненных работ за ночь. Мы должны знать, какие работы были выполнены, в случае чего. Это является непрерывным процессом, то есть операторы с утра и вечера передают смену, то есть отчет о выполненной работе. Дальше идет завтрак. После завтрака у нас есть обход, то есть обход и осмотр технологического оборудования. Он идет до обеда и после обеда. Но на некоторых установках, например, на компрессорах, идет 3 обхода. До обеда, в обед и после обеда. Там мы записываем параметры, необходимые давление, температура, расходы и так далее. В основном наши действия – это мониторинг или контроль. Мы смотрим за соблюдением непрерывного технологического процесса, чтобы он не прерывался, и ходим, смотрим различные утечки, разливы и так далее. Также в наш обход и осмотр входит заполнение режимных карт. Они бывают не всегда, то есть с определенной периодичностью. Режимные карты бывают на клапана. Мы должны смотреть, они в открытом положении или в закрытом положении. Есть режимные карты по огнетушителям, то есть мы просто смотрим наличие. Есть режимные карты по пару, мы просто тоже должны смотреть, работает пар, не работает пар и так далее. Также есть режимные карты ППК. Это пружинно-предохранительные клапана. Мы должны смотреть, какие в резерве, какие в работе. И, соответственно, заполняем эти режимные карты. Здравствуйте, меня зовут Василий Черных, я являюсь начальником химической лаборатории КПО. Химическая лаборатория занимается проведением аналитического контроля на месторождении. Мы анализируем экспортную нефть и от начала добычи до выпуска конечной продукции, все стадии жизненного цикла продукции, экспортный газ, экспортная нефть, в том числе занимаемся анализом дизельного топлива и все сопутствующие химии. Химическая лаборатория состоит из 5 секций. Основная секция – это углеводородная группа. Они занимаются анализом нефти, конденсата и всех углеводородных соединений. Потом группа по отбору проб. Они занимаются отбором проб на всех объектах. Группа контрольно-измерительных приборов, которая занимается ремонтом, техобслуживанием, калибровкой, поверкой всего аналитического оборудования химической лаборатории.
группа специальных испытаний. Они занимаются проведением специальных тестов, исследований новой химии и исследованием состава депозитов и отложений с месторождения. И пятое – это водная группа, которая занимается анализом водных проб со всего месторождения. На данный момент я выполняю анализ на общее содержание сульфидов и индицированного сероводорода. Это йодометрическое титрование. Наши сульфиды и сероводород, содержащие в пробе, реагируют с йодом, и мы оттитровываем избыток йода тиосульфатом натрия. Для анализа я добавляю 10 мл йода. К йоду мы добавляем нашу пробу. В зависимости от содержания сульфидов и сероводорода в пробе будет меняться окраска. Если у нас окраска йода обесцвечивается, значит содержание сероводорода в пробе большое количество. При добавлении пробы сульфиды и сероводород, содержащие в пробе, прореагировали с нашим йодом. Теперь мы избыток йода оттитровываем тиосульфатом натрия. Титруем до светло-соломенного цвета. Далее мы добавляем крахмал, чтобы визуально более точно определить точку эквивалентности. И оттитровываем до обесцвечивания. В данном анализе мы фиксируем объем тиосульфата, ушедший на титрование. Непрерывная и безопасная работа систем управления производством, установок подготовки газа, компрессоров и другого критически важного оборудования обеспечивается с помощью электронной системы управления. Все это оборудование контролируется и управляется из главной операторной КПК. MCR – это Main Control Room, главная центральная операторная КПК, занимается контролем технологического процесса. От этого зависит безопасность завода, производство завода. Здесь следят за всеми параметрами. Пульт управления условно разделен на 5 частей. Это нефтяная часть завода, газовая часть завода, вспомогательная часть завода, часть, которая за безопасность завода отвечает. И пятая часть завода – это пульт управления компрессором обратной закачки в пласт 5-го компрессора, который запущен в этом году. В целом MCR работает круглосуточно. Здесь работают 4 смены. 12 часов отрабатывает, заступает другая смена. Через 2 недели, неделю в день, неделю в ночь одна смена. Через 2 недели меняются, другие 2 смены также. Процесс идет круглосуточно, без остановок. В целом по заводу, например, сказать, весь завод зависит от работников МСР, потому что в случае чего, если здесь кто-то подустанет или что-нибудь может отразиться, где-то ППК работает, загазованность произойти, утечка произойти, с этой стороны должны контролировать. Лично, по моему мнению, например, сотрудники нашего отдела самые первые должны обладать стрессоустойчивостью, обладать очень большим вниманием, чтобы они были сосредоточены. У них должно работать оба полушария. В том плане, это, например, если он разговаривает по телефону, он должен видеть, что происходит на мониторах, что говорят по рации, и какие звуковые и плюс световые сигналы к нему на панель приходят. Они должны не паниковать, потому что эта работа она связана со стрессом. Они должны обладать большим спокойствием и с рассудительным спокойствием принимать решения, потому что это может привести к негативным последствиям, если человек начнет паниковать. КПО продолжает разработку месторождения в рамках проекта расширения Карачаганакского месторождения. В июле 2024 года на проекте ПРК-1А благополучно и с соблюдением всех мер безопасности была осуществлена первая обратная закачка газа. Эта важная веха была достигнута благодаря успешной работе 5-го компрессора при максимальном давлении нагнетания, что позволило впервые закачать газ с Карачаганакского перерабатывающего комплекса в пласт через новую систему обратной закачки газа ПРК-1А.
Cap1A is a project that has been sanctioned in 2020 with the target to extend the production plateau of our field, Karachaganak, by injecting gas into the reservoir and also debottlenecking the network of production. We started the project in the post-COVID period with the increased cost of the materials unexpected. And then in 2022, of course, the geopolitical situation of the area affect really sanctions, logistic. Despite this, we completed the project safely and with the target of local content above what was the commitment that KPO took at the beginning of the project. Успех проекта подчеркивается показателем участия местных компаний, который составляет около 62%, что значительно превышает первоначальные обязательства. Данное достижение особо выделяет стремление компании КПО к поддержке местного населения и экономики. Проект также создал рабочие места ориентировочно для 7 тысяч местных жителей на этапе строительства и будет продолжать предоставлять дополнительные возможности для трудоустройства местного населения на этапе эксплуатации. KEP1 project is a gas reinjection project. The purpose of the project is to reinject produced gas into the reservoir to maintain the reservoir pressure and extend the plateau of oil production. The project has two phases. KEP1A and KEP1B. KEP1A is currently operational and KEP1B is under construction. In terms of the construction workforce, there's around about a peak of about 1,200, so 1,200 people. And we've also got a project management team of around about 100 people. And there are also obviously many suppliers, subcontractors and such like working on the project. So it's a big project for Aksai and I think for Kazakhstan as well. Project's ahead of schedule at the moment and we expect to deliver the project early in the same way as we successfully delivered KEP1A. Yeah, I think we've got a unique team. I think one of the best things about the KEP1 team is it's like a family. Everybody works together, everybody looks after each other. People are motivated, they like to learn, they want to do the best for each other and for the project. So I really like working in a joint venture with many different nationalities, colleagues from many places around the world. I think the best thing about it is it brings lots of different ideas, different ways of working, different cultures, different things to celebrate, and I think it makes everybody stronger together. I think together we complement each other and make the whole company stronger. I really like working in Kazakhstan. I've been working in Kazakhstan a very long time, so I spent a very large proportion of my career working either directly in Kazakhstan or on Kazakhstan projects. I really like the country, I like the culture. It's an enjoyable, friendly place to work. Yeah. Thank you.